Добрый день, меня зовут Айгуль Шакибаева. Сегодня я хочу вам рассказать о праве особенного ребенка на медицинские услуги. Очень часто родители, когда слышат о правах, они думают, что будут говорить о льготах, о которых они не слышали или не узнали. Но на самом деле право и льготы — это разные вещи. И в рамках инвалидности, в рамках социальной медицинской помощи, как правило, есть определенный перечень льгот, но очень меньше гарантированных прав. Это означает, что особый ребенок, который нуждается в плавании, либо в регулярном массаже, будет получать его за счет бюджета семьи, но не всегда за счет бюджета государства. И поэтому существует такая разница в правах и льготах. И в целом этот ролик посвящен для того, чтобы родители гораздо глубже понимали, что есть права, были более настойчивы в защите прав своих детей, действовали более аргументированно, убедительно при беседе с врачами, социальными работниками, либо другими специалистами. Безусловно, особые дети сталкиваются с дискриминацией, и это может быть дискриминация в доступе на получение полного объема медицинских услуг, реабилитационных услуг. Она может быть в отношениях, в обращениях. И дискриминация прав ребенка неизбежна в нашем обществе, и я рекомендую родителям запастись терпением, определенным эмоциональной стойкостью в процессе взросления ребенка. Почему это происходит? Поскольку в нашем обществе до сих пор существует медицинская модель инвалидности. Это означает, что люди делятся на нормальных, и если есть какие-то особенности, значит, он ненормальный. И поэтому подсознательно многие родители стараются с первых дней жизни ребенка усиленно заниматься с ним, водить к логопедам, покупать дорогостоящие медицинские препараты, посещать дорогостоящих платных врачей, посещать дополнительные электростимуляции для того, чтобы ребенок быстрее заговорил, быстрее пошел. И все для того, чтобы ребенок как можно меньше отличался от обычного ребенка в песочнице. Но социальная модель инвалидности, правозащитная модель инвалидности, которая принята и развивается в развитых странах, рекомендует родителям принять особенность ребенка и, принимая особенность, ее корректировать и адаптировать. Вот этот момент нужно знать, и тогда, когда у вас опускаются руки, когда у вас произойдет, может быть, этап выгорания, может быть, не произойдет, вы должны понимать, что вы дети нашего общества, вы руководствуетесь определенными предрассудками, стереотипами, которые сложились за многие десятилетия становления нашего государства. И, как правило, дети с синдромом Дауна, дети с нарушениями интеллектуальной недостаточностью, аутизмом. Очень часто родители приходят к оформлению инвалидности. Это происходит потому, что получение всего объема услуг в нашей стране возможно только когда у ребенка есть статус ребенок-инвалид. И большая часть родителей проходит этот этап. Причем в наших законодательствах есть понятие ребенка с ограниченными возможностями. В целом все дети до
5-7 лет это группа детей с ограниченными возможностями, среди них, которые могут быть дети с инвалидностью. Неверный вопрос, когда спрашивают, какая группа инвалидности у вашего ребенка. Поскольку до 16 лет группа инвалидности не присваивается, в документах указывают инвалид детства. Это происходит до 16 лет. Как правило, чтобы оформить инвалидность, необходимо обратиться к местному участковому врачу-педиатру и невропатологу. Очень часто родители спрашивают, почему инвалидность ребенку была не оформлена с первых месяцев жизни. Это случается, поскольку существует правило МСЭК, правило медико-социальной экспертизы, где необходимо наблюдение в течение 4 месяцев и проведение ряда реабилитационных процедур. Но зачастую ребенку до года совсем не обязательно лежать в отделении неврологии, если нет дополнительных серьезных патологий. И достаточно приходить 1 раз в месяц на прием к врачу в течение 4 месяцев и получить направление в заполненную форму 88-го образца для медико-социальной экспертизы. Электронное правительство совершенствуется, и многие услуги переходят в электронный формат, и данная услуга также претерпевает ряд нововведений. До декабря 2019 года дети с синдромом Дауна, начиная с 5-летнего возраста, получали инвалидность по умственной отсталости. Но с декабря 2019 года стало возможным получить инвалидность ребенку с синдромом Дауна по его заболеванию, если есть справка о нарушении кариотипа. Инвалидность возможна до 16 лет. До 16 лет ребенок получает пособие, государственную помощь, и семья освобождена от походов в кабинеты, да, условно говоря. Но после 18 лет, к сожалению, ну, собственно говоря, и после 16, когда там идут периоды освидетельствования, инвалидность первой группы бессрочно назначается при диагнозе тяжелая либо глубокая умственная отсталость. И инвалидность второй группы назначается при умеренной умственной отсталости. Есть также факты, когда человеку с синдромом Дауна назначали 3-ю группу инвалидности. Это умеренная в сочетании с легкой умственной отсталостью. На самом деле получение инвалидности для ребенка с синдромом Дауна по достижению порядка 7-6-летнего возраста неизбежно без постановки на учет врача-психиатра. И родители об этом спрашивают, когда что мой ребенок будет стоять на учете врача-психиатра. Это так, поскольку эти диагнозы относятся к ведению данной службы. И в постановке на учет врача-психиатра существует 2 группы динамического наблюдения. Очень важно на приеме врача-психиатра, когда вы получаете направление на инвалидность, уточнить, в какую группу наблюдения определил врач вашего ребенка. Как правило, это должна быть 2-я группа, 2Б, где частота наблюдения у врача не должна превышать 1 раз в 6 месяцев. Это важно, поскольку если это будут группы наблюдения более жестким контролем, то вам необходимо будет посещать врача от 1 раза в месяц до 1 раза в 3 месяца. Также при получении направления на санаторно-курортное лечение от врача-психиатра также важно, чтобы ребенок находился состоял в динамической группе 2Б. К сожалению, изменения, которые произошли в стандарте организации оказания психиатрической помощи в 2018 году, они коснулись не всех регионов. То есть это означает, что, например, в городе Нур-Султан
ребенок с синдромом Дауна может получить санаторно-курортное лечение в условиях социальной защиты, но пока в других городах такая практика мало применяется, поскольку медико-социальная служба ссылается на свое постановление. Но вместе с тем, когда заполняется индивидуальная программа реабилитации, очень важно предусмотреть заполнение всех частей ИПР для ребенка до 6-7-летнего возраста, ну и в целом до 18-летнего возраста. Особое значение имеет медицинская часть и социальная часть. Медицинскую часть заполняет лечащий врач, если есть сопутствующие врожденные патологии, нарушения жизнедеятельности организма, то медицинская часть должна включать полный объем услуг, включая операционные вмешательства, реабилитационные вещи в условиях организации здравоохранения. В социальной части очень важно прописать все гигиенические средства, в которых нуждается ребенок, специальные социальные услуги. Если семья намерена посещать дневной центр пребывания, то в индивидуальной программе реабилитации должно быть указаны специальные социальные услуги в условиях полустационара. И также в ИПР должно быть указано санаторно-курортное лечение, поскольку без этой записи путевка в санаторий будет невозможна. Почему я говорю о полноте заполнения ИПР? Для того, чтобы в процессе возникновения потребностей в тех или иных социальных услугах вам не было необходимости заново делать корректировку ИПР. Сюда же в социальную часть важно указать социальная помощь на дому. То есть приход социального работника домой, он также отмечается в индивидуальной программе реабилитации. Спасибо за внимание.